Я никогда не думал, что судьба может быть такой жестокой и одновременно милосердной. Всю свою жизнь я считал его погибшим, стертым из памяти временем и водкой. А теперь он стоял передо мной, сгорбленный, оборванный, и просил милостыню у двери моего собственного КамАЗа. В его выцветших, как старая фотография, глазах я с ужасом и восторгом узнавал свои. И в этот миг мир для меня раскололся надвое, чтобы через секунду собраться заново, но уже совсем другим. Меня зовут Егор Ильич Федоров. Мне 60 лет, и из них больше 40 я кручу баранку, наматывая на колеса тысячи километров российских дорог. Моя кабина — это моя крепость, мой второй дом, где пахнет дизелем, крепким чаем и одиночеством. Я видел в этой жизни все. И бандитские 90-е на трассах, и разбитые судьбы, и случайные встречи, которые меняли жизнь. Но та сентябрьская ночь 2024 года перечеркнула все, что я знал о себе и о мире. Я возвращался из рейса, вез какой-то ширпотреб из Челябинска в Самару. Позади были почти 800 километров пути по федералке М5, дороги, которую я знал как свои 5 пальцев, со всеми ее ямами, крутыми поворотами и придорожными кафе с сомнительными беляшами. Усталость валила с ног. Глаза слепались, и гул многотонной машины уже не бодрил, а убаюкивал, грозя утянуть в опасную дрему. И я свернул на большую, ярко освещенную заправку где-то под Уфой, чтобы перевести дух и вздремнуть пару-тройку часов. Как обычно, отогнал свой КамАЗ в самый дальний, темный угол стоянки, подальше от суетливых легковушек и дальнобойной братьи, которая могла шуметь всю ночь. Заглушил мотор, и наступила та самая звенящая тишина, которую так ценишь после целого дня рева дизеля. Задернул шторки, откинул сиденье, подложил под голову свою старую, продавленную подушку, пахнущую домом, и почти мгновенно провалился в сон. Разбудил меня тихий, почти робкий стук в боковое стекло. Такой деликатный, словно стучавший, боялся потревожить меня всерьез. Первой мыслью было: опять какой-то попрошайка или местный пьянчушка пришел стрельнуть на опохмел. На дорогах всякое бывает, и я научился быть осторожным. Время было позднее, часа 2 ночи. Я раздраженно отодвинул шторку и вгляделся в темноту. В тусклом свете дальнего фонаря я увидел сгорбленную, тощую фигуру. Старик. Весь какой-то помятый, в грязной, рваной одежде, которая висела на нем мешком. Первобытный инстинкт самосохранения кричал: «Не открывай, проигнорируй, мало ли кто бродит по ночам на трассе», но что-то в его облике остановило меня. Он не выглядел угрожающе, скорее потерянно, словно заблудившийся ребенок в теле старика. Я чуть опустил стекло, оставив узкую щель, и хриплым со сна голосом спросил: «Чего надо, отец? Помощь нужна». Голос, который ответил мне из темноты, заставил кровь застыть в жилах. Он был сиплым, усталым, надтреснутым, но в его интонациях прозвучало нечто до боли знакомое, что-то из самого дальнего уголка памяти, куда я не заглядывал десятилетиями. «Сынок, извини, что разбудил», — проскрипел он. «Хлебушка бы кусочек, али еще чего съестного». 2 суток маковой росинки во рту не было. Я вгляделся в него пристальнее. Мужчине на вид было лет 80, а то и больше.
Седые всклокоченные волосы, отросшая неопрятная борода, в которой запутались крошки и дорожная пыль. Он был босс, и его распухшие, потрескавшиеся ступни выглядели страшно. Но не это поразило меня. Меня пронзило его лицо. Даже сквозь грязь, даже сквозь морщины, вырезанные жестокой жизнью, в его чертах было что-то, от чего мое сердце пропустило удар, а потом бешено заколотилось. «Подожди минуту», — бросил я и, уже не думая об опасности, выбрался из кабины. В моем дорожном холодильнике всегда есть нехитрый запас. Хлеб, колбаса, термос с чаем. Я наспех соорудил бутерброд из того, что было, схватил бутылку воды. Когда я протянул ему еду, наши глаза встретились. В этот момент будто разряд тока прошел по всему моему телу от пяток до макушки. Эти глаза, боже мой, эти глаза были точной копией моих. Тот же редкий зеленоватый оттенок, тот же миндалевидный разрез. Он взял бутерброд дрожащими руками и прошептал слова благодарности. «Дай Бог тебе здоровья, сынок. Пусть тебе вернется вдвойне за доброту твою». И тут я это увидел. Когда он наклонился, чтобы взять бутылку с водой, из-под его рваной рубахи выскользнул старый засаленный шнурок, а на нем небольшой металлический медальон. Он качнулся в свете фонаря, и я смог разглядеть крошечную, почти стершуюся фотографию внутри. Мое сердце остановилось. На фото была молодая женщина с каштановыми волосами и доброй, милой улыбкой. Женщина, которую я знал лучше всех на свете, хоть и потерял ее, когда мне было всего 8. Это была моя мама, Людмила Федорова. Я стоял как громом пораженный, не в силах отвести взгляд от медальона. Мир сузился до этого маленького потускневшего кружочка металла, в котором была заключена вся моя детская трагедия. Дыхание перехватило, ноги стали ватными, и я инстинктивно оперся о холодный металл своего КамАЗа, чтобы не упасть. «Мужчина», — голос сорвался, превратившись в хриплый шепот. Я откашлялся, пытаясь вернуть себе самообладание. «Скажите, а кто эта женщина на фотографии?» Старик прижал руку к груди, словно защищая свое единственное сокровище. В его усталых глазах на мгновение вспыхнул теплый ностальгический огонек. «Это жена моя», — ответил он тихо, почти интимно. «Моя Людочка. Давно ее нет со мной, на небесах она, а снять ее с груди я так и не смог. Она все, что у меня осталось». В этот момент земля ушла из-под ног. 52 года. 52 года я искал ответы, задавал небу немые вопросы о человеке, который бросил меня в самый страшный момент жизни. И вот он стоял передо мной, оборванный, голодный, жалкий, просящий подаяния, и не имел ни малейшего понятия, кто я такой. Я застыл, глядя на этого сломленного, уничтоженного жизнью старика, и пытался осознать невероятность происходящего. Может ли такое быть? Спустя больше, чем полвека найти отца случайно на забытой Богом трассе посреди ночи? Прежде чем я расскажу, что было дальше, я должен объяснить. Я должен вернуться в прошлое и рассказать, как 8-летний мальчишка по имени Егорка в 1 год потерял и мать, и отца. Это был 1972 год. Мы жили в Сатке, небольшом рабочем поселке на Урале, затерянном среди гор и заводов. Я был слишком мал, чтобы до конца понимать, что такое смерть, но я уже чувствовал ее ледяное дыхание в нашем маленьком домике на улице Пролетарской. Моей маме, Людочке, было всего 28, когда врачи поставили ей страшный диагноз — рак. Я помню ее совсем другой. Веселый,
всегда что-то напивающей себе под нос, пока возилась на кухне. Ее руки пахли мукой и ванилью. Она всегда встречала меня из школы с теплыми объятиями, которые могли прогнать любую детскую печаль. Они с отцом, Ильей, любили друг друга так, как, наверное, любят только в кино. Я понял это гораздо позже, когда сам встретил свою Надю. Они познакомились на танцах в местном ДК в 1963 году. Ей было 19, ему 22. Отец, простой слесарь с завода «Магнезит», высокий, плечистый, с доброй улыбкой и сильными, вечно в мазуте руками. Мама швея, тоненькая, как тростинка, с огромными глазами и копной каштановых волос. Поженились быстро, по большой любви, которая, казалось, могла свернуть горы. Я родился через год, в 64-м, и стал центром их вселенной. Наш дом был скромным. 3 комнаты, дощатый пол, печное отопление. Но он был наполнен светом и жизнью. Я помню, как отец возвращался с работы, уставший, пахнущий металлом и машинным маслом. Но его лицо расцветало, стоило ему увидеть маму, бегущую к нему навстречу. Я вился у их ног, впитывая эту любовь, которая, казалось, заполняла все пространство вокруг. Но в январе 72-го все рухнуло. Мама начала жаловаться на боль и слабость. Сначала отмахивалась, говорила, мол, женские дела пройдет. Отец хмурился и настаивал на походе к врачу, но она боялась. Мы жили скромно, от зарплаты до зарплаты, и каждый лишний рубль был на счету. Когда же она, наконец, попала в больницу, было уже слишком поздно. Болезнь расползлась по телу, как ядовитый плющ. Я помню день, когда они вернулись от врача. Отец был белый, как полотно, а мама тихо плакала, отвернувшись к окну, чтобы я не видел ее слез. Но дети все чувствуют. Я понял, что в наш дом пришла беда. Следующие несколько месяцев были медленным, мучительным кошмаром. Мама таяла на глазах. Она теряла вес, силы, тот самый свет, который всегда горел в ее глазах. Отец разрывался между заводом и домом. Он забросил своих друзей, перестал ходить на рыбалку, играть в домино с мужиками в гаражах. Вся его жизнь теперь вращалась вокруг работы и угасающей жены. Я видел, как он разрушается вместе с ней. Он почти не спал, похудел, постарел на 10 лет за пару месяцев. Иногда я заставал его плачущим в сарае, думая, что я не вижу. Иногда просыпался среди ночи и слышал их тихий разговор. Его обещание, что он позаботится обо мне, что станет мне и отцом, и матерью. В июне 72-го, в дождливый вторник, который я не забуду никогда, мама не стала. Я был в школе. За мной пришла тетя Женя, сестра отца. Она плакала, и я все понял еще до того, как она произнесла страшные слова. Похороны были ужасные. Отец часами сидел у гроба, держал холодную руку мамы и шептал, словно она могла его услышать. «Людочка, родная моя, как же я теперь без тебя? Как я пацана один подниму?» Он повторял это снова и снова, как отчаянную молитву. После похорон отец так и не оправился. Словно часть его души похоронили вместе с мамой. Он перестал со мной разговаривать, играть. Часами я мог сидеть на крыльце, глядя в одну точку. И он начал пить.
Раньше я никогда не видел его пьяным. Сначала это была рюмка водки вечером для сна. Потом 2, 3, потом это вошло в привычку. Я пытался привлечь его внимание, теребил его за штанину. Спрашивал, все ли у него в порядке, но он смотрел на меня, будто не узнавая. Первые месяцы после смерти мамы он еще как-то держался. Готовил мне подгоревшую яичницу. Отводил к тете Жене, когда уходил на смену. Кое-как купал меня в корыте. Но он тонул. Тонул в бездонном океане горя. Однажды ночью он пришел домой, шатаясь, пьяный, как никогда. Сел на кровать, где они спали с мамой, и зарыдал в голос, уже не скрываясь. «Люда», — всхлипывал он, — «я больше не могу. Не могу смотреть на Егорку, не видя тебя. У него твоя улыбка, твои глаза. Как мне его растить, если я и сам себе не хозяин?» В ту ночь я понял, что дни с отцом сочтены. Он прощался, хоть и не говорил этого напрямую. На следующий день он собрал мои вещи в старый фибровый чемодан, взял единственную фотографию, где мы были втроем на первомайской демонстрации, и отвел меня к тете Жене. «Это ненадолго, сынок», — соврал он, вручая мне самодельный брелок из гайки, который сам когда-то выточил для меня на заводе. «Батя, надо в себя прийти. Я за тобой вернусь». Но его глаза уже говорили правду. Он уходил навсегда. Через 3 дня Илья Матвеевич Федоров исчез. Из нашего поселка, из моей жизни. Никто не знал, куда он делся. Никто не получал от него вестей. Словно земля поглотила его вместе с его горем. А я ждал его. Ждал до 15 лет, пока, наконец, не понял, что мой отец умер вместе с мамой в тот дождливый июньский вторник. Дом тети Жени стал моим домом на следующие 7 лет, но я так и не смог назвать его своим. Мне выделили закуток за печкой в их маленьком домике, где она жила со своим мужем, дядей Колей, и 2 их маленькими детьми. Они приняли меня из чувства долга, а не из любви. И это чувствовалось в каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом перешептывании, которое я делал вид, что не слышу. Первые месяцы я каждое утро просыпался с мыслью, что сегодня он вернется. Садился на крыльцо и смотрел на дорогу. Особенно по воскресеньям, потому что отец всегда говорил, что воскресенье — это семейный день. Но недели превращались в месяцы, месяцы в годы, а Илья Федоров так и не появился. Тетя Женя пыталась объяснить мне ситуацию по-своему. «Отец твой совсем с катушек съехал после смерти матери, Егорушка. Мужики, они слабые, не умеют одни детей растить. Он ушел, потому что знал, что здесь тебе будет лучше. Но даже ребенок понимает, когда его бросают. И как бы она ни пыталась его оправдать, я знал. Отец выбрал свое горе, а не меня. В школе я стал сиротой. Учительницы говорили со мной с той жалостью в голосе, которую я научился ненавидеть. Одноклассники иногда спрашивали про отца, и я врал. Врал, что он уехал на большую стройку на севере, что строит нам новый дом, что вернется к моему дню рождения. Но с годами я и сам перестал верить в свои сказки. В 12 лет у меня состоялся разговор с дядей Колей, который изменил все. Он был мужиком суровым, немногословным. Однажды вечером он позвал меня во двор. «Егор», — сказал он, глядя не на меня, а куда-то в сторону, — «ты уже большой парень, должен понимать. Отец твой не вернется. Может, сгинул где, а может, жизнь новую начал. В любом случае, хватит ждать». Его слова были как удар под дых, но одновременно и как освобождение.
Я перестал смотреть на дорогу, перестал придумывать оправдания, перестал мечтать о встрече, которой никогда не будет. В 12 лет я решил, что вырасту один и буду совсем другим человеком, не таким, как мой отец. Я рано пошел работать. В 14 лет устроился учеником слесаря в автобазу на другом конце города. Вставал в 5 утра, трясся в 2 автобусах, чтобы добраться туда. Вкалывал весь день, а по вечерам ходил в вечернюю школу. Деньги, которые я зарабатывал, делил. Часть отдавал тете Жене на хозяйство, часть прятал в консервную банку, закопанную в огороде. У меня была мечта — уехать из этого города, как только мне стукнет 18. Именно в автобазе я научился водить. Сначала старые москвичи, которые привозили на ремонт, потом грузовики. Начальник базы Михалыч, мужик старой закалки, увидел во мне жилку и начал учить уму-разуму. «У тебя, парень, руки из правильного места растут», — говорил он, хлопая меня по плечу. «И огонь в глазах. Далеко пойдешь». За все эти годы я сохранил только 2 вещи от отца. Ту самую фотографию с демонстрации и брелок-гайку, которую он дал мне в последний день. Я хранил их не из-за ностальгии, а из-за злости, чтобы всегда помнить, каково это — быть брошенным, чтобы никогда и ни с кем так не поступить. В 17 лет на танцах в том же ДК я встретил Надю. Ей было 16, у нее была длинная русая коса и улыбка, которая могла растопить уральскую зиму. Но больше всего меня поразила ее семья. Отец, мать, братья, все дружные, заботливые. Все то, чего у меня никогда не было. И я впервые в жизни почувствовал настоящую зависть. Надя была не такая, как другие девчонки. Она не жалела меня из-за того, что я сирота. Не пыталась меня исправить или спасти. Она просто приняла меня таким, какой я был. Колючим, недоверчивым, с вечной тоской в глазах. Мы встречались 2 года, прежде чем я сделал ей предложение. И за все это время она ни разу не давила на меня, не расспрашивала о моем прошлом. В 1985 году, в 21 год, я, наконец, скопил достаточно денег, чтобы уехать. Надя, против воли родителей, согласилась поехать со мной. Мы расписались в ЗАГСе без всяких торжеств, только ее родители были свидетелями, и уехали в Свердловск на старенькой «Копейке», которую я сам перебрал до последнего винтика. Город встретил нас шумом, суетой и огромными возможностями. Я устроился водителем в транспортную компанию. Сначала на развозку по городу, потом на межгород. Надя пошла работать на швейную фабрику. Мы сняли комнатку в коммуналке на Уралмаше и начали нашу жизнь с чистого листа, вдали от всех, кого мы знали. В 92-м, когда мне было 28, у нас родился сын, Сережка. В тот момент, когда я впервые взял на руки этот маленький, кричащий комочек, я молча дал себе клятву. Никогда, ни при каких обстоятельствах я не брошу своего сына. Неважно, что случится со мной, с Надей, с нашей жизнью. У Сережки всегда будет отец. Свой первый КамАЗ я купил в 95-м. Старенький, потрепанный, но он бегал как миленький. Я ушел в свободное плавание, стал работать на себя. Дорога стала моим вторым домом, но я всегда, чего бы мне это ни стоило, возвращался домой на выходные. Я участвовал в жизни сына, ходил на родительские собрания, учил его кататься на велосипеде, читал ему на ночь книжки. Сережка рос на моих рассказах о дорогах,
о разных городах, о людях, которых я встречал. Но я никогда не рассказывал ему о своем отце. Для моего сына моя жизнь началась в тот день, когда я встретил его мать. За все эти годы я иногда ловил себя на мысли, что стало с Ильей, жив ли он, создал ли другую семью, жалел ли он когда-нибудь о том, что бросил меня. Но эти мысли приходили и уходили, как придорожные столбы за окном фуры. Я построил новую жизнь, в которой не было места ни обидам, ни прошлому. К 40 годам я был состоявшимся человеком. Любимая жена, умный, работящий сын, свой небольшой автопарк из 3 машин, уважение в профессии. Я стал всем тем, кем не смог стать мой отец. Надежным, ответственным, настоящим мужиком. Но, как бы я ни старался, прошлое все равно жило во мне. Оно пряталось в старой фотографии и ржавом брелоке, который я всегда носил с собой в потайном кармашке бумажника. Я и сам не знал, зачем я их таскаю. Но они были частью меня. Такой же неотъемлемой, как шрамы, которые жизнь оставляет на душе любого человека, решившего выжить вопреки всему. Пока я строил свою жизнь в Екатеринбурге, кирпичик за кирпичиком, мой отец, Илья, проживал свой личный ад, растянувшийся на 52 года. Все эти подробности я узнал гораздо позже, когда мы, наконец, смогли поговорить. По-настоящему, как отец и сын. О том, что случилось с ним после того дождливого вторника 72-го года. Бросив меня у тети Жени, отец так и не смог вернуться в наш опустевший дом. Он рассказывал, что каждый предмет, каждый угол, даже запах в доме кричал ему о Люде и обо мне. Не выдержав, он продал все за бесценок. Мебель, посуду, даже мамину швейную машинку «Чайка». И на первые вырученные деньги купил билет на первый попавшийся поезд. Направление было неважно. Он просто бежал. Бежал от воспоминаний, от горя, от самого себя. Он сошел в Куйбышеве, нынешней Самаре, большом чужом городе, где его никто не знал. С собой у него была лишь небольшая сумка с одеждой и немного денег. Он снял койку в дешевой ночлежке и попытался начать все с нуля. Устроился в какое-то АТП слесарем, но продержался там всего 3 месяца. Алкоголь стал его единственным спасением, единственным способом заглушить боль и вину. Он приходил на работу с похмелья, с трясущимися руками и отсутствующим взглядом. Его уволили. В тот же день хозяин ночлежки выгнал его на улицу. Это был декабрь 72-го. Полгода с тех пор, как он меня оставил. В ту ночь Илья Федоров впервые в жизни спал на улице, под козырьком подъезда. Ему было 34 года, и он сделал первый шаг на дно. Первые годы, по его словам, были самыми страшными. В нем еще теплились остатки гордости. Он еще пытался найти работу. Еще мечтал, что сможет подняться и однажды вернуться за мной. Собирал бутылки, макулатуру, мыл фары на перекрестках, разгружал вагоны на вокзале за еду или несколько монет. Но чувство вины за то, что он бросил меня, разъедало его изнутри, как ржавчина. Он завел привычку разговаривать с фотографией мамы в медальоне. «Людочка», — шептал он, прячась в каком-нибудь сквере, — «я все разрушил. Семью нашу разрушил, сына бросил. Ни на что я не годен». Эти односторонние беседы стали его единственным общением на долгие десятилетия абсолютного одиночества.
К 78-му году он уже потерял передние зубы в драке с такими же, как он, бродягами за теплое место у теплотрассы. Он стал неузнаваем. Худой, грязный, обросший волосами и бородой. Он скитался по городам Поволжья и Урала, нигде не задерживаясь надолго. Словно бежал от призраков, которых видел только он. В 80-е он выработал свою рутину выживания. Просыпался до рассвета, чтобы обшарить мусорные баки у булочных в поисках вчерашнего хлеба. Днем просил милостыню или выполнял мелкую грязную работу, от которой все отказывались. Ночью искал безопасное место для ночлега. Под мостами, на пустынных площадях, в подъездах. 90-е принесли еще большее падение. Алкоголизм окончательно разрушил его способность здраво мыслить. Из всех пожитков у него остались только одежда, которая была на нем, и тот самый медальон с маминой фотографией, который он берег как зеницу ока. Он потерял все документы, паспорт, трудовую книжку и стал человеком-невидимкой, призраком для общества. У него случались голодные обмороки. Несколько раз его забирала скорая, и он попадал в больницы, всегда без документов, всегда как безымянный бродяга. Врачи и медсестры делали, что могли, но, едва встав на ноги, Илья снова уходил на улицу. В 2000-е годы его тело начало выставлять счет за 30 лет жизни под открытым небом. У него развился артрит, он стал с трудом передвигаться на большие расстояния, его мучил постоянный кашель, который не проходил никогда. Но он продолжал идти, всегда идти. Словно остановка означала неминуемую смерть. За все эти годы был лишь один момент, когда он всерьез задумался о том, чтобы попытаться узнать что-то обо мне. Это было в 2005 году. Он нашел в мусорном баке старую газету и увидел репортаж об аварии с участием дальнобойщика. На секунду он представил, что тот бородатый мужик на фото могут быть я, но тут же отогнал эту мысль. «Егорка, должно быть, хорошо живет вдали от меня», — пробормотал он маминой фотографии. Нечего ему мешать. С 2010 года он начал принимать помощь от религиозных организаций и волонтеров, которые помогали бездомным. Не по своей воле, по необходимости. Его тело уже не выдерживало. Зимой он ночевал во временных приютах, ел в столовых для бездомных, брал поношенную одежду. Но он никогда не говорил о своем прошлом, никогда не признавался, что у него есть семья. В 2020-м, во время пандемии, его, как и многих других бездомных, поместили на изоляцию в приют, организованный в одном из заброшенных пионерских лагерей. Там он впервые столкнулся с социальными работниками, которые по-настоящему заинтересовались его историей. Одна из них, молодая девушка по имени Катя, долго пыталась уговорить его начать поиски родственников. Но Илья всегда уходил от ответа. «Умерла моя семья давно». Это все, что он говорил. Последние 4 года были годами стремительного угасания. Он ходил все меньше, все больше зависел от милостыни. Целыми днями мог сидеть на вокзалах или автобусных станциях, просто глядя на снующих людей, но никого не видя. Его разум иногда подводил его. Он путал настоящее с прошлым, обращался к незнакомцам по именам людей, которых знал десятки лет назад. Но никогда, ни на один день за 52 года он не снимал с шеи тот медальон. Это было его вечное наказание.
и его единственное утешение. Фотография Людочки почти выцвела, но он все еще видел лицо женщины, которую любил больше всего на свете. «Я найду тебя снова, Люда», — обещал он ей каждую ночь. «И попрошу прощения за то, что был таким трусом». В начале сентября 2024 года Илья был особенно слаб. Он не ел уже 2 дня. Люди шарахались от оборванного, дурно пахнущего старика и спешили пройти мимо. Он брел по трассе М5 без цели, без направления, когда увидел в темноте огни той самой заправки. Движение было уже неактивным, и он заметил одинокий грузовик, стоявший в дальнем углу. Обычно он не беспокоил дальнобойщиков, знал, что многие его боятся, но отчаяние было сильнее страха. Он решил попытать счастье. Когда он подошел к этому синему КамАЗу и начал робко стучать в стекло кабины, Илья Федоров не догадывался, что стоит на пороге встречи с человеком, которого помимо покойной жены он любил больше всего на свете. Он не знал, что этот 60-летний дальнобойщик с сединой в волосах и такими же, как у него, зелеными глазами, и есть тот самый 8-летний Егорка, которого он оставил в отчаянии 52 года назад. Судьба, которая бывает так жестока, иногда все же бывает милосердной. Я стоял у кабины и смотрел, как он ест. Он ел жадно, с голодом отчаяния, но в то же время как-то бережно, смакуя каждый кусок, словно это была самая вкусная еда в его жизни. Между укусами он поднимал на меня глаза, полные такой благодарности, что мне становилось не по себе. Это был не взгляд обычного попрошайки. В нем было что-то другое, что-то глубокое, чего я не мог расшифровать. «Давно со мной так по-человечески не обращались», — сказал он, вытирая крошки с бороды. «Большинство людей отворачиваются, как от чумного, а у тебя, сынок, сердце доброе». Его голос продолжал беспокоить меня. Каждое слово, слетавшее с его губ, казалось до странности знакомым, как мелодия из далекого детства, которую ты точно знаешь, но не можешь вспомнить, где слышал. Я решил продолжить разговор, делая вид, что меня разбирает простое любопытство. «Вы не местный, отец?» Он покачал головой. «Нет, сынок, я давно из родных краев уехал. Бродяжу по свету, почитай, больше 50 лет. 50 лет». Эта цифра ударила меня как обухом по голове. Прошло ровно 52 года с тех пор, как исчез мой отец. Совпадение? Или каждый второй старик на дороге сбежал от чего-то полвека назад? А родом откуда, если не секрет? Настаивал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более непринужденно. Его взгляд на мгновение затуманился, словно он погрузился в болезненные воспоминания. С Урала я. Поселок Рабочий, Садка. Хорошее место было. Да только жизнь так сложилась, что пришлось уйти. Мое сердце пропустило еще один удар. Я тоже был из Садки. Из того самого поселка, где все друг друга знали. Но это все еще могло быть совпадением. В России тысячи таких поселков. А что случилось, если не тайна? Я чувствовал себя следователем, выуживающим показания, но не мог остановиться. Илья снова прижал медальон к груди и закрыл глаза. Жену я потерял. Молодой совсем. Умерла от болезни страшной. А я
Я не справился с горем. Натворил дел, которых не должен был. Бросил все, за что отвечал. Струсил я, сынок. Его слова были как удары ножом. Каждая фраза подтверждала подозрение, в которое я боялся поверить. Но мне нужна была абсолютная уверенность. Я не мог позволить себе обмануться. «А семья у вас была? Дети?» Этот вопрос заставил его резко открыть глаза и посмотреть на меня с такой силой, что я испугался. На мгновение мне показалось, что он что-то заподозрил, но затем его взгляд наполнился бездонной тоской. «Сын был», — прошептал он. «Егорка. Мальчишка 8 лет, темноволосый с зелеными глазами, улыбка, вылитая мать. Он был самым дорогим, что у меня было после моей Людочки». Мое дыхание застряло в горле. «Людочка!» Так он звал мою мать. И мне было 8 лет, когда меня бросили. И у меня были темные волосы и зеленые глаза. Совпадения становились пугающей реальностью. Что с ним стало? Спросил я, уже зная ответ. Илья тихо, беззвучно заплакал. Так плачут люди, научившиеся страдать молча. Я бросил его. После смерти жены я не смог. Не смог быть отцом, в котором он нуждался. Оставил его у сестры и сбежал, как последний трус. До сих пор не знаю, жив ли он, сложилась ли у него жизнь, простит ли он меня когда-нибудь. В этот момент я почувствовал, как будто меня ударили одновременно и в живот, и в сердце. Сомнений больше не было. Человек передо мной был моим отцом. Илья Федоров, бросивший меня в 72-м. Стоял здесь и просил милостыню, не имея ни малейшего понятия, что я его сын Егор. Я попытался сохранить самообладание, но голос дрогнул. Как звали мальчика? Он впервые за наш разговор улыбнулся. Улыбкой печальной, но полной нежности. Егор. Мой Егорушка. Я назвал его в честь своего деда. Самого честного человека, которого я знал. Хотел, чтобы сын таким же вырос. Все. Это была точка. Пути назад не было. Мой отец стоял передо мной и рассказывал мне обо мне же, не зная, что говорит со мной. Я был в полном шоке, не зная, что делать, что говорить. Мне хотелось кричать, плакать, обнять его, ударить, все одновременно. Но тут он сделал то, от чего я чуть не потерял сознание. Он начал вспоминать детали нашей жизни, которые мог знать только тот, кто действительно их прожил. У Егорки шрамик был маленький. Вот здесь, на подбородке, сказал он, показывая на свое лицо. С качелей на площади упал, когда ему лет 5 было. И еще у него привычка была спать в обнимку с плюшевым мишкой, которого ему мать сшила. Он его Чуней звал. Я инстинктивно дотронулся до своего подбородка, где до сих пор виднелась небольшая отметина от того падения. И Чуня... Боже, как он мог помнить Чуню? Я сам совершенно забыл про этого Мишку, пока он не напомнил. А еще, продолжал Илья, полностью погрузившись в воспоминания, он всегда цеплялся за мои штаны, когда я с работы приходил. Запрыгивал на спину, просил рассказать сказку, ходил за мной по дому, как хвостик. Ласковый был, смышленый. Читать научился еще до школы. Каждая деталь была как проявляющаяся фотография в моей памяти. Я действительно все это делал. Я действительно был привязан к отцу в детстве, и он помнил каждый мой жест, каждое мгновение, каждую черточку спустя полвека.
«Знаешь, сынок, что самое больное?» — сказал он, снова сжимая свой медальон. «Осознавать, что мой Егорка, должно быть, вырос, ненавидя меня. Думал, наверное, что отец ушел, потому что не любил. А все ведь наоборот. Я ушел именно потому, что слишком сильно любил и боялся сломать ему жизнь, как сломал свою. Я больше не мог сдерживаться. Слезы хлынули из моих глаз, и я отвернулся, чтобы он не заметил. Мой отец стоял здесь, передо мной, и страдал все эти 52 года от той же боли, что и я. Он бросил меня не из-за нелюбви. Он бросил меня из-за ошибочной, извращенной любви, из-за мысли, что мне будет лучше вдали от его горя. Когда я снова повернулся, он смотрел на меня с беспокойством. «С тобой все в порядке, сынок?» Я сказал что-то не то. Как я мог ему объяснить? Как я мог сказать ему, что я не просто случайный сочувствующий дальнобойщик? Как открыть ему, что тот самый Егорка, которого он так любил и о котором так жалел, стоит сейчас перед ним? Взрослый, седой, отец семейства. Как рассказать ему, что я нашел своего отца просящим милостыню на обочине дороги после того, как всю жизнь задавался вопросом, жив ли он? Я глубоко вздохнул, собираясь силами. «Скажите, Илья Матвеевич», — начал я, и мое собственное обращение к нему по имени и отчеству прозвучало в ночной тишине, как выстрел. «А ваш сын, Егор, он знал, что вы назвали его в честь деда?» Он растерянно моргнул, не понимая, к чему я клоню. «Да, я ему рассказывал, говорил, будь, сынок, как дед Егор, честным и сильным». А он помнил про шрам на подбородке. Продолжал я, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Откуда же мне знать? Наверное, помню. Мои руки сами полезли в карман куртки, потом в потайное отделение бумажника, которое я не открывал годами. Пальцы нащупали холодный, знакомый с детства металл. А брелок в виде гайки, который вы ему выточили на заводе. Он его сохранил. Я протянул ему на ладони старый ржавый брелок. Илья Матвеевич посмотрел на мою ладонь, потом на мое лицо, потом снова на брелок. Его глаза расширились от ужаса и неверия. Он смотрел на меня так, словно увидел призрака. «Откуда? Откуда он у тебя?» — прохрипел он. Я больше не мог. Я сделал шаг к нему, потому что этот мальчик, Егорка, вырос, отец. Он стал дальнобойщиком, и он все эти годы носил в бумажнике ржавую гайку не из ностальгии, а чтобы никогда не забыть и не стать таким, как человек, который его бросил. В этот момент я увидел, как в глубине его глаз начала зарождаться искра узнавания, невозможной догадки, надежды, в которую он не смел поверить. «Сынок», — прошептал он едва слышно, — «ты хочешь сказать, что...» «Я хочу сказать, папа», — я, наконец, произнес это слово, и слезы снова потекли по моему лицу, что Егор стоит прямо перед тобой, что твой сын вырос, что он никогда тебя не забывал, и что он всегда задавался вопросом, встретятся ли они когда-нибудь снова. Илья смотрел на меня несколько долгих оглушительных секунд. Потом его дрожащие руки потянулись к моему лицу. Он коснулся моих щек, моего лба, моих глаз. «Егорушка», — спросил он сломленным, дребезжащим голосом. «Мой маленький Егорушка». «Я, папа, это я». И в этот момент он рухнул. Он зарыдал так, как я никогда не видел, чтобы плакал мужчина. Это был плач 52 спрессованных лет.
Плач вины, облегчения, любви и отчаяния. Все в одном. Он обхватил мое лицо и повторял без остановки, как заевшая пластинка. «Прости, сынок, прости, прости, прости». Там, под безразличными звездами, на обочине безымянной трассы, два человека воссоединились спустя более чем полвека. Отец, который бежал от своего горя, и сын, который научился его носить в себе. И впервые за 52 года ни один из них не был одинок. Мы стояли так, обнявшись, не знаю сколько времени. Два взрослых седых мужика, рыдающих, как дети посреди ночной стоянки. Отец повторял свое бесконечное «прости», а я пытался осознать, что этот момент, который я проигрывал в своей голове 1000 раз за последние 52 года, действительно происходит. Я представлял нашу встречу по-разному. В гневе, в молчании, с упреками. Но я никогда не думал, что она будет такой. Что я найду его, хрупкого, сломленного, просящего милостыню у двери моего собственного КамАЗа. Когда мы, наконец, отстранились друг от друга, он снова обхватил мое лицо ладонями, изучая каждую морщинку, каждую отметину времени. «На меня похож, когда молодой был», — сказал он все еще дрожащим голосом. «А улыбка — мамина, и глаза ее... Господи, какой же ты большой стал, какой сильный. Папа». Я сам не верил, что произношу это слово спустя столько десятилетий. Как ты дошел до такого? Как ты выжил все это время один? Отец опустил голову, и в его позе было столько стыда, что мне стало больно. Я не выжил, сынок. Я умер в 72-м вместе с твоей мамой. А то, что ты видишь, это просто призрак, который бродил по свету, наказывая себя за то, что струсил, за то, что не смог быть отцом, которого ты заслуживал. Боль в его голосе была почти осязаемой. Я понял, что, несмотря на радость встречи, отца сжигает изнутри глубочайший стыд за то, во что он превратился. Передо мной был не просто бродяга. Передо мной был человек, который когда-то был уважаемым механиком, любящим мужем, заботливым отцом, а теперь был низведен до состояния бездомного, выпрашивающего еду, чтобы выжить. «Ты, наверное, брезгуешь мной», — продолжал он, глядя на свои лохмотья. «Отец твой стал поберушкой, пьяницей, никчемным человеком. Ты вырос хорошим человеком вопреки мне, а не благодаря мне. Папа, перестань», — прервал я его. «Тебе было плохо, ты был болен от горя. Любой мог сломаться после такого». Он яростно замотал головой. «Нет, Егорушка, другие мужики остаются вдовцами и растят детей одни. Другие страдают, но не бросают своих сыновей. Я был слабаком, эгоистом. Я думал только о своей боли и забыл, что ты тоже потерял маму, что ты тоже страдал». Было странно видеть, как мой отец, которого я помнил сильным и уверенным, так уничижает себя, принимая всю вину за трагедию, которая разрушила нашу семью. Все эти годы я копил на него злость. Но сейчас, глядя на страшную цену, которую он заплатил за свое решение, я чувствовал только жалость и сострадание. «А ты создал семью?» — спросил он, меняя тему, словно не в силах больше говорить о себе. «Жена, дети есть?» «Да, папа. Я женат на Надежде уже 34 года. У нас есть сын Сергей, ему 32.
Он инженер, тоже женат. У меня 2 внуков. Глаза отца загорелись неподдельной, искренней радостью. «Внуки. У меня есть внуки», — прошептал он, смакуя это слово. «Какие они? На тебя похожи, хорошие ребята. Они замечательные. Девочку зовут Рената, ей 8 лет. Умница не по годам. А мальчик Елисей, ему 5, такой же непоседа, каким я был в его возрасте. Они не знают, что у них есть дедушка». Выражение его лица мгновенно изменилось. «Конечно, не знают. И не должны. Посмотри на меня, Егор. Какой из меня дед для этих детей? Грязный бродяга, без дома, без чести. Пусть лучше думают, что у них нет деда, чем стыдятся меня». «Папа, ты говоришь глупости. Семья — это семья в любых обстоятельствах». «Нет, сынок, ты построил хорошую, уважаемую жизнь. Я не могу сейчас появиться и испачкать все это своим несчастьем. То, что я нашел тебя и смог попросить прощения, это уже чудо. А теперь мне нужно снова исчезнуть. Ты заслуживаешь жить спокойно». Я понял, что он готовится уйти. Снова. Исчезнуть из моей жизни еще раз. Эта мысль привела меня в отчаяние. «Ты никуда не пойдешь», — сказал я твердо. «Мы были врозь 52 года. Я не позволю тебе снова уйти. Егор, будь реалистом», — взмолился он. «Что подумает твоя жена, когда ты приведешь домой бродягу и скажешь, что это твой отец? Что скажут твои дети, соседи? У тебя есть репутация». «К черту репутацию!» — взорвался я. «К черту то, что подумают другие! Ты мой отец! Я нашел тебя после того, как всю жизнь гадал, жив ты или мертв. Я не позволю тебе снова сбежать». Отец посмотрел на меня, пораженный силой моей реакции. «Ты не злишься на меня? Не ненавидишь за то, что я сделал?» Этот вопрос застал меня врасплох. Ненавидел ли я его? Годами я питал обиду, злость, негодование. Но сейчас, глядя на этого уничтоженного человека, на ту ужасную цену, которую он заплатил за свое решение, я мог чувствовать только сострадание. Я злился, папа, очень злился. Я провел годы, спрашивая себя, почему ты меня бросил. Думал, что я сделал что-то не так, что ты меня не любил. Но теперь, видя тебя таким, я понимаю. Ты бросил меня не из-за нелюбви. Ты сначала бросил самого себя, а потом думал, что защищаешь меня». Он снова заплакал, но на этот раз это были слезы облегчения. «Я всегда любил тебя, Егорушка. Ни на один день не переставал. Когда я оставил тебя у тети Жени, я был уверен, что она позаботится о тебе лучше, чем я. Я был потерян, пил безбожно. У меня не было сил быть отцом. Я знаю, папа, теперь я все понимаю. Все эти годы на улице, каждую ночь я говорил с фотографией твоей мамы. Я просил у нее прощения за тебя. Я обещал ей, что однажды ты узнаешь, что я не чудовище, что я просто слабый человек, который слишком сильно любил». Он говорил и говорил, выплескивая боль, накопившуюся за полвека. А я слушал, и лед, который сковывал мое сердце десятилетиями, медленно таял. Я смотрел на его изможденное грязное лицо, на его руки, изуродованные тяжелой жизнью, и видел в нем не бродягу, а своего отца.
Отца, который совершил ужасную ошибку, но заплатил за нее сполна. Когда он немного успокоился, я принял решение. «Пойдем», — сказал я, взяв его под руку. Его рука была легкой, как у ребенка. «Куда?» — испуганно спросил он. «Домой, папа. Ты едешь домой». Он попытался вырваться. «Нет, Егор, я не могу, я не должен». «Ты ничего не должен, кроме как сесть в этот грузовик. Хватит с тебя скитаний». Я почти силой усадил его на пассажирское сиденье. Он съежился, боясь испачкать чистую обивку. Я налил ему горячего чая из термоса. Его руки так дрожали, что он едва мог удержать кружку. Мы сидели в тишине, нарушаемой только его тихими всхлипами. Я смотрел на дорогу, освещенную фарами, и пытался осознать, что в моей кабине, на месте, где сидели сотни попутчиков, сейчас сидит мой отец. «Спасибо, сынок», — прошептал он через некоторое время. «Не за что, папа. Пей чай. Нам предстоит долгий путь». Я завел мотор. Рев дизеля наполнил кабину, возвращая меня в привычный мир. Но теперь этот мир был другим. В нем больше не было пустоты, которую я носил в себе 52 года. Я вырулил со стоянки на трассу. Впереди лежали сотни километров до дома. Дома, где моего отца ждали сын, невестка и внуки, о существовании которых он и не подозревал. Я не знал, как они его примут. Я не знал, что нас ждет завтра. Но я знал одно. Этой ночью закончилось самое длинное и одинокое путешествие в жизни двух людей, отца и сына. И началось новое путешествие домой.